Первыми на чеченской земле гостей встретили жители Сунжинского района. Работники местного дома культуры, облачившись в национальные костюмы, приветствуют участников международного проекта «Наша Великая Победа». Везде мы проводим такие торжественные мероприятия, собираются представители общественности, молодежных организаций. Мы говорим слова о единстве народов Советского Союза, которые плечом к плечу отстояли свободу и независимость нашей большой Родины в годы Великой Отечественной войны и, по сути дела, спасли мир от угрозы фашистского порабощения. В автопробеге участвуют 22 человека. Колонна из 4 машин стартовала из Севастополя в день провозглашения независимости Крыма. Акцию посвятили 70-й годовщине освобождения полуострова от немецких фашистов. Дорога у нас очень проходит благополучно, больших поломок не было. Была поломка колеса пробитая, но нам помогли его заменить достаточно быстро в городе Нальчике. А так безопасно, без происшествий. Все города принимают очень хорошо, организованно. Ну, особенно, конечно, тепло нас принимает на Кавказе. Сразу после участников автопробега встречали в Грозном. Здесь, на площади Аллеи Славы, они возложили цветы к мемориалу памяти первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Город Грозный, Чеченская республика и молодежь Чеченской республики всегда будут помнить героев, которые приблизили и совершили Великую Победу. Здесь же развернули копию знамени, водруженного над Рейхстагом. На торжественную церемонию пригласили и участников Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны из нашей республики уходило 50 тысяч воинов для защиты Родины. Эти люди, продолжая славные традиции своих предков, отвагу, бесстрашие, героизм они проявляли на всех фронтах. У участников автопробега впереди долгая дорога. В общей сложности им необходимо преодолеть более 20 тысяч километров. Обратно в Севастополь они вернутся в День Победы, 9 мая. Ахмед Джабраилов, Ибрагим Париулидзе, Ваха Кантаев. Новости.